С 1 июля все автозаправочные станции страны перейдут на автоматизированную систему учета. Теперь в Государственной налоговой службе этот процесс будет прослеживаться в онлайн-формате. Особенностью автоматизированной системы управления на АЗС является ее последующая обязательная интеграция с сервером. За счет этого ужесточится контроль и станет невозможной заправка топлива клиенту без факта оплаты и выхода кассового чека. Просто не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливораздаточной колонке. Эта система при отпуске нефтепродукта на заправках позволяет в режиме реального времени параллельно передавать всю информацию на сервер налоговой службы. Мы видим, что от внедрения проекта АСУ-АЗС значительно снизится доля контрабандных и контрафактных, реализации контрабандных и контрафактных горюче-смазочных материалов на автозаправочных станциях у нас в стране. Данный проект реализуется в рамках большого проекта фискализации, который направлен на создание благоприятных условий для развития бизнеса, направлен на повышение эффективности налогового администрирования, а также значительного снижения нагрузки на наш бизнес. Обсудить внедрение новой автоматизированной системы управления на АЗС собрались руководители налоговой службы, Министерства экономики, представители бизнес-ассоциаций и сами владельцы АЗС. По разным подсчетам, в Кыргызстане теневая экономика доходит до 40–50%, а с внедряемой системой учета ожидается сокращение уклонения от оплаты налогов, что обеспечит прозрачную деятельность АЗС. Внедрение данных систем, во-первых, улучшит налоговое администрирование. Это в первую очередь улучшит и работу самих налогоплательщиков, когда не нужно возиться с бумажными документами, с электронными счетами, фактурами, ходить в налоговую службу за патентом и получать вот этот бумажный патент. И мы создаем условия для того, чтобы переходить в сферу цифровизации, когда все будет в электронном формате, когда можно будет одним кликом получать патент, одним кликом выставлять счет-фактуру. Со всех продаж нефтепродуктов субъекты предпринимательства оплачивают необходимые налоговые отчисления в бюджет республики. Новая система помогает искоренить контрабанду топлива и увеличит поступления в бюджет. Эти деньги пойдут на развитие сферы образования, медицины, социального сектора и так далее. Проект АСУ-АЗС направлен на предотвращение и недопущение правонарушений на рынке нефтепродуктов и увеличение поступлений в бюджет. Система создана для удобства налогоплательщиков в защите интересов добросовестных предпринимателей. Ведь автоматизированная система управления поможет при мониторинге и своих горюче-смазочных продуктов, считает директор одной из автозаправочных станций Дмитрий Бублик. Эта программа им позволяет вести конкретный учет в течение определенного периода времени. Они могут создавать всевозможные различные табличные данные, диаграммы, видя которые они смогут просто увидеть, в какой промежуток конкретный времени, в какой час у них идет увеличение продажи горюче-смазочных материалов, за счет чего они смогут увидеть, когда и на какой промежуток времени им нужно увеличить свои усилия для того, чтобы увеличить также прибыль свою. Члены нашей ассоциации, крупные все нефтетрейдеры, которые работают сегодня в Кыргызской республике, они полностью уже готовы. И, в принципе, внутренне у них уже учет этот ведется давно. Но хотелось бы, чтобы это было сопряжено с налоговой службой, чтобы наши нефтетрейдеры, не выходя из своего кабинета, могли полностью отчеты все эти сдавать. И чтобы налоговик тоже, не как сейчас, по каждой инспектор налоговой службы не ходил на каждую АЗС и не опломбировал, там вот это все не учитывал, а находясь в своем кабинете мог отслеживать на той или иной АЗС, какой объем горюче-смазочных материалов продается и по какой цене, и какое количество налогов поступает в бюджет. Отметим, всего по республике насчитывается порядка 1000 автозаправочных станций, из которых 936 действующие. Но их количество с каждым годом разнится. Сам проект АСУ-АЗС является компонентами проекта фискализации налоговых процедур в стране, реализуемого в рамках национальной стратегии цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан». Наргиза Нурмаметова, Эмиль Таалайбекулу, Пирамида.